Добрый день, зрители и подписчики нашего канала. Сегодня буду показывать вам Янмар RS27, соответственно, тракторок полноприводный, с хорошей прямо мощностью, естественно, гидроусилителем уже руля и другими интересными функциями. Собственно, смотрим на, скажем так, состояние и сохранность косметики первоначально. Видим, что все целенькое и отлично сохранилось в родной краске. Шины. Видно, что передние шины у нас достаточно хорошо потерты, остаток очень небольшой. Тем не менее, нет никаких растрескиваний, других замечаний. Просто, вероятно, очень и очень много на этом тракторе вращались по асфальту. Собственно, разворотов было достаточно. Задняя шина, в противоположность, с хорошим остатком. Здесь вопросов особых нет. Опять же, нет растрескиваний, нет каких-либо других замечаний, порезов. Можно изменить колею данного трактора благодаря разворачиванию, таким образом, и перекидыванию из центра на край сердцевины диска. Очень хорошо это меняет колею, в районе 20 сантиметров можно выиграть. Трехточная система навесная у нас здесь. Видим разные варианты крепления центрального винта. Также видим, естественно, гидрорегулировка горизонтального наклона, дополнительный гидроцилиндр в наличии. Фреза, RSL-ка, 1,70 м. Такая уже достаточно большая фреза, конечно, по захвату. Посмотрите на ножи. Остатки у нас здесь достаточно приемлемые, то есть процентов 70 еще точно есть. Хорошая фреза с хорошими ножами. По шинам по правой стороне аналогично левой. Также хотелось бы подметить, что козыречек у нас здесь родной, полностью целый. Слава богам, его не поломали при транспортировке. Хотя частенько данная штука происходит, к сожалению. По регулировкам. Регулировка фрезы, все на месте, гидронаклон, естественно, здесь. Понизу у нас здесь блокировочка заднего моста. Здесь автозаглубление и положение фрезы принудительное. Пониженные и повышенные передачи. И вот здесь у нас вал отбора мощности. 3, кстати, передачи вперед у него, и присутствует задняя передача, что удобно, если что-то, не дай бог, намотается на фрезу. Так, по самому трактору. Что мы здесь видим? 484 моточаса наработки. Естественно, реверс. И основная коробка переключения передач. 4 основных передачи у нее. Соответственно, вкупе с реверсом и пониженным и повышенным рядом получаем 8 передач вперед, 8 назад. Давайте запускать. Наверное, один из самых мягких запусков за последнее время. Выхлопная труба у нас выходит вот здесь. Вот она. Выхлопных газов вообще ни при каких условиях здесь не наблюдается, то есть смесь, скажем, идеально выставлена. Что, кстати, редко, конечно, случается на тракторах, так как при наборе оборотов все-таки они плюют немножко лишней солярочки, и это приводит к тому, что как раз небольшой черный дым все-таки вырывается, небольшое количество черного дыма. Видим, гидроусилитель руля прекрасно функционирует. Одной рукой на месте крутить одно удовольствие руль. Никаких вопросов не возникает при этом. В целом едем спокойненько, мягко, ровненько. Никаких, опять же, проблем. Все очень удобно. Очень цепкие тормоза, к слову. Класс. На самом деле очень удобный в эксплуатации трактор. Никаких проблем при этом у нас не возникает вообще ни в чем. Можно посадить сюда девушку, она спокойно с ним справится, никаких вопросов не будет. Напоминаю вам, что мы в компании Прогресс Авто. Вот такое наличие тракторов у нас сейчас. Естественно, есть и другие варианты, есть и вилочные погрузчики, есть все что угодно. Поэтому не забывайте, что нам всегда можно позвонить, задать любой вопрос, и мы с удовольствием на него ответим. Собственно, как и любой трактор, мы для вас подберем.
Поэтому будем рады вас видеть. Приезжайте. Всего доброго. Здесь Иномар RS27.